Глава города Якутска Сардана Аксентьева и глава республики Айсен Николаев встретились с жителями села Старая Табага. Основным вопросом встречи стало строительство моста через реку Лена. В частности, схема прокладки участка, проходящего через населенный пункт. Ранее жители села были обеспокоены, поскольку предложенные схемы предполагали снос десятков жилых домов, либо прохождение дороги прямо посередине села. Руководство республики ознакомило население с новым вариантом схемы. Подъездные пути к мосту вдоль русла протоки будут выполнять функцию дамбы. Этот вариант более затратный, но предпочтителен для жителей. Где-то на миллиард по сравнению с тем, что мы прикидывали, миллиард-полтора миллиарда у нас удорожание пойдет. Но с учетом того, что все-таки, знаете, переселение людей из села и самое главное разделение села на две части, мне совсем кажется, что это не очень правильно, да? Я считаю, что это, наверное, можно было бы так решить. И я сегодня приехал к вам как раз, чтобы посоветоваться с вами, еще раз заручиться вашей поддержкой, потому что там же, когда я буду проект двигать, там же люди за каждую копейку тоже меня там в Москве спрашивают, так, а с чего это у вас тут? Это появилось, ну и чтобы я мог опираться на ваше мнение, на мнение жителей Старой Табаги. Жители Старой Табаги единогласно поддержали предложенный вариант строительства моста. Они выразили надежду, что дамба даст возможность строить новые социальные объекты на неподтопляемых территориях, развивать инфраструктуру и предпринимательство. Значимое событие для нашего села, старинного. Наше село, вообще-то, оно имщицкое поселение. И, тут и колхозы, и совхозы были. И сейчас мы живем и надеемся. С последним вариантом, конечно, мы получим еще большее, еще лучшее развитие нашего родного села. Также в ходе встречи общественность села обсудила с мэром города текущие вопросы жизни села. Ограничение скоростного режима на улицах села, строительство новой бани, освещение улиц и другие вопросы решаются в рабочем режиме. Мэр города также обозначила основные направления дальнейшего развития территории. Одним из инструментов может стать республиканская программа поддержки местных инициатив, а также развитие туристического потенциала села. Новые возможности откроет и строительство моста. Нужно на это смотреть еще как на новые возможности. На новые возможности, потому что земля здесь станет дорогая, станет очень много возможностей для развития разных видов деятельности. Может быть, если не для вас, то для ваших детей, внуков это может быть. Потому что посмотрите, как развивается Нижний Бестях. Дело ведь дошло даже до того, что они, Улусный районный центр из мая перенесли в Нижний Бестях. Но при этом я абсолютно разделяю вашу точку зрения, что природа не должна пострадать, самобытная, многовековая история села не должна пострадать. Наша с вами задача найти какое-то такое решение, чтобы и сохранить то, что есть, не потерять, потому что много уже потеряно, правильно? Но и вместе с тем, из того нового, что придет, массу преимуществ для коренного местного населения тоже приобрести. По словам главы республики, 8 ноября в Москве планируется обсуждение вопроса строительства моста с представителями федеральных ведомств. Татьяна Павлова, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ.